Всем привет! Вообще в осенне-весенний период времени некоторых велосипедистов, в том числе и меня, могут заподозрить в том, что мы наркоманы. А дело в том, что некоторые велосипедисты в это время не носят очки, так как вокруг лужи, грязь. Когда едем по дороге, вся эта грязь, песок попадает в глаза, и глаза постоянно красные. Только когда приходим в помещение, можем помыть в раковине свои глаза и как бы прочистить. Поэтому сейчас, несмотря ни на что, люди, одевайте очки. Даже если вы боитесь, что упадете и сломаете их, как бы гололед на улице, все равно ультрафиолет. Поэтому защита глаз очень важная вещь. А сейчас я нахожусь, кстати, в очень таком интересном месте. Вот я приехал в это место. Сегодня ветер. Возможно, по микрофону, если он не так сильно защищает, слышно, что ветер. Мы поднимаемся по этому крыльцу. Изначально вообще тут находился магазин Баск на втором этаже. Это где-то 2010, наверное, 2011 год. Но у них была проблема в том, что летом пуховики не продавались. Они специализировались именно на пуховиках типа Canada Goose, Баск, ну и всякие европейские, американские бренды пуховиков. И они, получается, в 2014 ориентировочном году открыли веломагазин, в котором начали завозить такие популярные велосипеды, популярные марки, как Куб. Тут можете посмотреть рекламу Куба. Тебе знакомо чувство, когда девушки сами спешат дать свой номер? Когда ты душа любой компании? Когда тебе верят на слово? Когда бывшая понимает, что была не права? Превосходство знакомо тем, у кого есть Кьюб. Кьюб. Выбирай лучшее. Не разменивайся на меньшее. Они изначально находились, получается, на втором этаже, но из-за того, что велосипедисты крайне спортивный народ, руководство им сказало, что третий этаж лучше будет. Пусть худеют, а то некоторые велосипедисты любят играть в доту и материться. Поэтому давайте зайдем. В этом видео сначала попросим консультантов рассказать немного о товаре, о бренде, потом позадаем вопросы и сами посмотрим, может быть, что-нибудь отметим. Вот, я думал, справа находится. Это Империя. Здравствуйте. 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 Приветствуем вас в нашем магазине. Мы специализируемся на пуховиках и велосипедах. Продаем разные товары, туристические комплектации. Вот. А именно по велосипедам у вас получается только велосипеды или какие-то комплектующие тоже есть? Есть велосипеды, ролики, BMX, трюковые велосипеды. А для велосипедов там вот я на заднем фоне вижу шлемы у вас есть. Да, есть шлемы, что еще? Ну, разное все для велосипедов, можно сказать, есть. Да, комплектующие все есть. Ага, запчасти. Так, в основном фирмы какие по велосипедам? Куб, Велт, Старк. Ты помнишь свой первый раз? Да. Единственная мысль, как от этого получать удовольствие. Я запретила себе думать об этом. Мне было очень стыдно и страшно. Как? Ты еще ни разу? Многим не нравится всякий экстрим, потому что на работе ты толком не посидишь, все болит. А вот с ним Он надежный. куда надежнее моего первого. Да без сомнения. Это несравнимо. Да вы бы видели, как моя младшая сестра на него заглядывается. Он настолько хорош, что... На самом деле, когда моя сестра подрастет, я готова с ней поделиться им, только на один вечер. Я бы очень хотела, чтобы у нее был самый лучший первый. Штарк. 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 Ты моя
велосипеды Штарк. Надежнее, чем твой бывший. Вот BMX есть еще. У вас, получается, для мужчин, для женщин есть. Да, для мужчин, для женщин, для детей. И вот я вижу, еще BMX есть, да? Да. Ага. А завоз, получается, уже полностью пришел? Это 22 и 23 год. 24 год пока у нас не выставлен. Он на сайте. Ага, ну пока что, получается, можно по выгодным прошлогодним ценам купить. Да, 10% скидка идет на них. Вот сейчас в апреле распространяется социальная скидка. Вот тут с правой стороны представлены, получается, велты, да? Да, здесь велты представлены и ну, вот здесь старки и велты. Вот половина старков и половина велтов. А там половина кубов и половина велтов. Вот так вот как они представлены. отличаются? Вот с этой стороны женские, получается? Или Не, дешевые? они вот так вот стоят все. Ну, то есть левая кучка от правой чем отличается? Тем, что просто кубы с правой стороны? Ага, да, вот так вот. Ага. Так, ну давайте рассмотрим вообще Stark. Получается, это, скорее всего, женская модель, да? Stark Slash 27,5. Комплектация тут. Хотя он повторяет геометрию всеми любимой, в кавычках, GT Avalanche. Тут Triple Triangle Malfire Technology. Да не бомбит у меня! Ты чё орёшь? А чё не говоришь, что у меня бомбит, когда у меня не бомбит у меня? Так, тут Stark Crafter. Особенность этой рамы, что тут большие колеса. Single Speed звезда спереди, Narrow White под Holotech 2, сзади сковорода и Dior, скорее всего, нет, Microshift. Также у нас есть Stark Tactic, также спереди Single, Holotech, тот же Stark. Ну, получается, разные модели Старков. Тут также есть более бюджетная модель, это танк. Он уже идет на более простой навеске, то есть это, скорее всего, Турне или Асера, но смотреть мы не будем. Важно лишь знать то, что тут сварная вилка, очень тяжелая. Ну и сам велосипед очень тяжелый, к покупке не рекомендуем. Велты тут у нас прошлогодние стоят на воздушной вилке. И тут у нас спереди сингл и дабл, то есть двойная звезда. На этом велте у нас сингл. Ну, рассматривать полностью не будем, но скажем то, что воздушная вилка на велосипедах в целом это спорное решение. Может быть, в другом видео я вам расскажу, если вы в комментариях оставите такую просьбу. Сзади у всех этих велосипедов сковорода. Если вы новичок, то покупайте, скорее всего, чтобы спереди было 2 звезды, потому что, когда вы поднимаетесь в гору, чтобы не израсходовать трансмиссию, лучше, чтобы спереди была маленькая звездочка. Тогда у вас трансмиссия будет меньше страдать, цепь будет меньше растягиваться. Так, ну вот это Well Traven, он отличается тем, что тут проводка не везде внутренняя, то есть это более бюджетная модель, чем, допустим, вот эти Rockefeller. Тут у нас внутренняя проводка только на скоростях, то есть проводка под тормоз у нас внешняя. Это нужно для того, чтобы если вдруг вы купите гидравлические тормоза под апгрейд, то вы сможете их поставить просто так, не перепрокачивая. Ну, для новичков этот вариант более такой оптимальный. Плюс ко всему тут еще перья такие вот модные, более тонкие. Насколько они крепкие, конечно, вопрос, но чисто логически и технически они должны лучше отрабатывать кочки. Более бюджетные модели VL36 1.0 и женская модель. Тут у нас BMX прошлого года, Welt Freedom, скорее всего это даже 22 года. Welt Rich тоже бюджетные. Ну и Raven точно такой же, походу, только нет, он ровно такой же. И Rockefeller 2.0. Тут мы замечаем то, что в отличие от тех Rockefeller, тут вилка более прикольная, то есть она более простая и неубиваемая. Тормоза стандартные МТ-200,
если покупаете такие тормоза, то расходников на Алиэкспрессе будет очень много. Кроме того, колодок тоже всегда найдете. Спереди тут, к сожалению, квадрат, но для туризма и для обычных покатушек, в принципе, это хорошо, потому что Halotech такая капризная каретка, что ее один раз в сезон, возможно, нужно будет менять. Мы тут видим еще кубы. Этот куб на 27-х колесах с половиной, скорее всего, судя по виду. Спереди у нас цепь упала, но это двойник. То есть двойник — это прикольно, так как вы сможете легко подниматься в горки. Ну и ростовка тут эска. То есть у нас в Якутии не такие большие люди, поэтому такие маленькие ростовки, в принципе, должны уходить в первую очередь. Я очень удивляюсь, почему тут он не ушел. Наверное, тут цена очень большая. Ну да, 103 тысячи. Парень в бронированном костюме. А снять, кто ты без него? Гений, миллиардер, плейбой, филантроп. И владелец куба. Так, также остальные кубы, они, вероятно, ну то есть ожидаемо больших ростовок, поэтому их не взяли. В целом магазин, когда покупает велосипеды для Якутии, тут нужно очень осторожно с размерами, потому что маленькие размеры, они очень быстро улетают. Это и потому что население в целом меньше, чем в Центральной России, и девушки предпочитают покупать больше мужские велосипеды, чем женские, потому что женские велосипеды, они килограмма на 2-3 примерно тяжелее, чем мужские. А мужские, они как бы с технологиями, и тут выше торсионная жесткость. Тут, получается, были все кубы, они примерно начинаются от 103 тысяч рублей. Ну, как бы это дорого, да, но зато бренд Welt. Очень большой ростовки. А, нет, тут написано М, но она большая все равно, потому что это 29-е колеса. Также тут Велты, Флокси и Эдельвейсы, и Старки также. Старк почему-то затесался вот здесь, а не там вот в той кучке. Он на гидравлических тормозах МТ-200. Спереди у нас сингл, Narrow White, от квадрат. И сзади сковорода на 42 звезды. Также вот такой женский постельно-розовый велосипед Флокси. В принципе, его, наверное, должны были купить, потому что он ростовки S и на гидравлических тормозах МТ-200. Ну и тут как бы вилка очень такая простая под апгрейд. Тут получается ни слева, ни справа вообще никак не настраивается амортизация. Тут, видимо, велосипед со скидкой или что, потому что он без подседельного штыря и без скидки. Скорее всего, это для каких-то троллей, чтобы они знали свое место. А вот этот велосипед с такой сидушкой, наоборот, для людей, которые выкидывают свои узкие сидушки и покупают широкие, потому что говорят, что им на узких якобы тяжело. Welt Highway, это получается модель такая вот городская. Тут 28 колеса, крылья. Ну и вообще такие велосипеды, они в центральных городах России более такие чаще используемые, потому что там хороший асфальт, а у нас в городе асфальт постоянно убит и ремонтируют регулярно дорогу, поэтому оптимальный велосипед для города Якутска — это Hardtail МТБ, либо МТБ двухподвес трейловый, потому что кататься не на подвесе в городе Якутске все-таки сложновато. Плюс ко всему, Якутск с трех сторон, с севера, с запада и с юга, окружен сопками, и на них кататься очень так прикольно и круто. Oh my god. It's so intense. Oh my god. В других регионах России люди не могут позволить себе такую роскошь, и им приходится по 100, по 150 километров уезжать от города на метро либо электричках, чтобы добраться до хоть какого-то адекватного леса. А у нас вот 1,5 километра через парк проезжаешь и все, ездишь по лесу.
Ну и вот такая же модель, только в бирюзовом цвете, цвета Бианчи для женщин. Так. Тут у нас еще замки велосипедные, перчатки, насосы. Даже есть система под квадрат. Бафы, шапки. А что еще есть для велосипедистов? Ну вот представлены термосы, Арктика, Боббер, Стэнли. Это получается для велотуризма, да? Да, А ну, горелки тоже есть? горелки тоже есть, ага. Горелки у нас представлены там, в другом месте. Здесь просто посуда вся. Ага. А вот эти вот посуда тоже есть, да? То есть это вот всякие миски? Да, вот все миски, все вот эти вот, они все есть, ага, которые можно брать с собой. Ага. А сублиматы продаются? Ну, пища такая, которая разводится, либо очистители воды. Очистители воды продаются, ага, аквабриз есть. Они здесь у нас представлены... Так, Угу. Так, тут здесь носки все трейловые. комплектующие. 39,42, 550. В принципе, Вот хорошая фонарики, Фениксы, Арбитеки, которые можно вот, ну, на велосипед даже цена. крепятся. Они с креплением сразу для велосипеда, да? Некоторые с креплением, некоторые без идут. Отдельно продаются крепления. Ага. Вот некоторые модели с ним сразу идут. А поступление вообще велосипедов когда ожидается примерно? В каких числах? 24-й год у нас, по идее, приехал уже. Ага. Вот велты приехали, но они у нас пока не представлены. С ними вы можете ознакомиться у нас на сайте, Угу. там посмотреть все, и вы нам звоните, и они собирают велосипед, и вы можете приехать и примерить его. Ну, тут вы, получается, пуховики будете убирать скоро и выставите, Да, скорее всего, ага. Ага. А выставлять, получается, все велосипедные запчасти когда будете примерно? В каких числах? Где-то в конце этого месяца должны они приехать все. В конце? И тогда все выставим, ага. Угу. И по одежде что еще есть? Ну, для велосипедистов и штормовки, вот, обычные ветровочки. Сейчас Такое вообще вроде из-за санкций какие-то ограничения есть по некоторым фирмам? Допустим, Колумбия там, или У нас в Колумбии по мини не было. Канада Гус. Ага, ну вот Канада Гус у нас уже нету. Только Ага. остатки тоже. Ну там только куртки остались, пуховики. Вот. По, получается, Red Fox и Баску вообще никаких проблем нет, да? Ну да, ага, получается нет. Ну, так как это российский бренд. Ну да, ага, мы его заказываем периодически. Вот. Тут шлемы, кстати, раньше BBB были, а сейчас более бюджетные Los Raketos. Че, Альпины приехали, кстати, у нас новые. Вот. Ага, Альпина это тоже германский бренд. Альпин, да, германский бренд. Вот они стоят. Представлены. Поставщик Камт. И еще вот очки есть. Ага. Тоже вот велосипедисты покупают. А вот очки то, что мне нужно. Ага. Как раз. Вот. То, что я забываю одеть. Так, ножи. А, и вот перчатки всякие, да? Ага. И термобелье. Термобелье, получается, у вас первый слой или второй тоже есть? Первый слой, второй слой. Это только в некоторых моделях. И то в женских вроде было. Первый слой только, ага. Ну, не на минус 30. Флисовая одежда есть? Флисовая одежда. Флисовые только вот куртки есть. Угу. Ага, брюк. А ветрозащитные штаны? Ветрозащитные штаны, допустим. Так, ну, есть вот такие вот сплав. Угу. Российские вот такие вот еще. И еще. Так, баск был. Типа такого вот шторовые ручки. Угу. Также жилеты есть, наличие ветрозащитные. Это И бафы. Бафы есть, да, у вас? бафы есть, ага. Вот еще, кстати, вело эти есть. Чего Мгм. для сумок? Сумки. Бафы у нас представлены. Так, и здесь только вот эти. Угу. Маски, балаклавы, ага. Вот здесь все банданы. И бафы. Бафы у вас, Ага. получается, в основном летние, да, представлены сейчас? Да, они Это новое тоненькие. поступление или старое?
Это 23-го года, но Мгм. они поступали в ноябре где-то вот так вот. Мгм. Ага. Но прям такого нового не было пока что. То есть у вас получается до закупка, если какие-то бафы кончаются, то вы закупаете? Да, регулярно? закупают, ага, и вот так вот То привозят. есть у вас не один раз в год, а по мере... Да, того, по как мере заканчивается? этого, ага. Ну да, прикольно. Тут получается термонет, система, которая одновременно и ветрозащита идет, и пар выводит, влагу, и летние модели. Летние модели, они получаются с защитой от ультрафиолета. Ну, шапки всякие. И более утепленные варианты манежек. Ну, в целом я посмотрел. Спасибо. Мгм. Что-нибудь хотите еще пожелать клиентам? Что можно пожелать? Ну, приходите в наш магазин. В общем и целом мы посмотрели вот эти велосипеды, которые представлены в магазине «Пятая империя». И что можно сказать? Тут вообще изначально были только кубы, но так как население не может позволить кубы, некоторые, то есть раньше все могли позволить себе кубы, так как они стоили 25 тысяч рублей, но за 100 тысяч рублей тут открываются новые линейки, новые возможности у магазинов Stark и Welt, которые могут уже более бюджетной от кубовской цене продать людям велосипеды. Сегодня вас ожидает очень замечательный обзор. Обзор получается на вот тот вот велосипедный магазин, который находится где-то в 50-100 метров отсюда. Это замечательный магазин «Чемпион». Он сейчас у нас в Якутии, Португиз, лидер по количеству отзывов, в том числе положительных. Там 99% отзывов пятерки.